Друзья, добрый день. Не знаю, кто у меня сейчас в эфире есть или нет, пока не вижу. Ибрагим настраивает. Мне добрый вечер. Убери свой телефон. Так, добрый вечер, Жанна Александровна. Ну, пока я с телефоном буду читать, даже не вижу. Что, я что-то не то сделала? Я не сделал кое-чего. Тут мой администратор, админ все время меня ругает. Подождем, пока соберутся. Никто пока ничего не пишет. Ага, Раиса Халтиева. Добрый вечер. Добрый вечер, Раиса. Так, Людмила, Лена, добрый вечер. Как твои дела? Какая у вас погода? У нас мороз и снег. Сегодня только снимала влог. У нас не то, что зима, у нас весна практически, как будто вот ранняя весна. Градусов 8 стопроцентно было, очень тепло. Даже вот не по-зимнему, даже некомфортно. Я себя некомфортно чувствую, когда зимой такая погода. Наверное, звук плохой? И звук плохой. Громче говорю. И, по-моему, перепады давления у мамы тоже связаны с этим, с этой погодой, мне кажется. Я завидую, у кого сейчас снежно. Так, Юлия, Россия, доброго времени суток. Добрый вечер, Юля. Так, звук сейчас лучше. Далее Машевальха. Далее Маш, добрый вечер. Так, Валентина, Сирина, привет, Лейла и всем, кто в чате. Добрый вечер, Валентина. Опять звук плохой, Ибрагим. Так, Сая, у нас вовсю снег хрустит. Я знаю, что у тебя снег хрустит. У нас эхо просто в комнате. В комнате эхо? Да. Почему? Закрой окно, может, из-за этого. Плохо слышу, опять не слышно. Людмила Череповская, да, если перепады, у кого проблемы со здоровьем, это плохо. Сейчас слышно? Так, одна далее пишет, все отлично, видно и слышно. Нормально, просто чуть громче говори. Так, хорошо слышно. Вроде бы должно быть слышно, телефон недалеко от меня. Юлия, Россия, Ибрагим, привет. Звук не очень, и эхо есть тоже. Может быть, и дверь закроешь в ту комнату. Ислам. Прислал свои какие-то. Так, Рамазан Саид Сезихелга, слышно хорошо. Хорошо, Рамазан Саид. Так, друзья, и давайте тему какую-нибудь, о чем будем сегодня говорить. У меня, я не знаю, сегодня выйдут, у меня пока только мои старые подписчики вышли, но у меня есть немного новых подписчиков. Хотелось бы с ними познакомиться просто и поговорить с ними. Потому что и были кое-какие вопросы, то это только и должны были задать новые подписчики. Да, Бог, hello. Так, Сая из Турки, наконец-то прямой эфир, пообщаемся с вами в полную меру. Да, Саечка, давай будем общаться. Так, Ибрагим, к тебе обращаются.
Светлана Жунова, как ваша бабушка? Про обычаи расскажите. Ну вот да, все время меня спрашивают про обычаи. Сейчас. Юлия Россия, Лейла, а внуку сюрприз понравился? Говорят, понравился. Если честно, я его еще пока не видела, но слышала. Сейчас тоже отвечу, как прочитаю. Так, Людмила, Лейла, что ты решила с работы? Так, Рамзан Саид, а какой телефон вы купили? Так, как он назывался? А21? А21 Samsung. Обрадовался. Если честно, мне мой внук практически никогда не звонит. А в этот раз вчера, когда уже получил телефон, звонит мне и начинает мне говорить: мама, как ты, что ты? Я говорю: ах ты хулиган такой, надо стоило купить телефон, чтобы ты мне позвонил и спросил про мои дела и про мое здоровье. Маха Сухоева, вы еще не избавились от кота-вредителя? Нет, Мака, не избавились. Не знаю. Да, вот они сидят оба. Где? Под столом? Да. Два под столом, один на столе. У нас тут целый кошачий двор, дом вернее. Так, Рамзан Саид дал лицо. Говорит дочка, что он на 7 небе. Очень рад. Ну, конечно, им все время с Ибрагимом нужно играть в онлайн-игры. И только для этого он им и нужен. Так, маму сегодня гипс сняли у мамы. Спрашивала про маму, здоровье про мамы. Сняли гипс, рука у нее опухшая еще стоит, даже такая синеватая немножко. Но еще она не может ей нормально что-то делать, немножечко пальцами шевелит. Сказали, ей нужно делать солевые ванны, нужно еще разрабатывать. Мячик сын мой не нашел, а этот, как его, эспандер, или как он называется, он слишком сильный для нее, а она не может с ним что-то делать. Поэтому надо будет искать мячик резиновый, чтобы она развивала свою руку, немножко разрабатывала, вернее, руку. Но вот мучаемся с ее давлением, не знаю, пьет она, которые ей были назначены препараты, потом я спросила врача, что мне делать, все-таки давление поднимается, она посоветовала еще один препарат подключить, амлодипин, что ли, подключили его, все равно давление подскакивает, и уже еще одну таблетку ей даем, но все равно до нормы не доходит еще. Так, Сая, хорошо, что хоть гипс сняли, полегче уже, значит, ей, да. Так, Рамзан Саид пишет: хорошо, телефон. Жена Азера, салам алейкум, Лила, и всем, кто в чате. Алейкум ассалам. Спасибо, что зашли. Надежда Гладких, добрый вечер, Лила, привет из Сибири, Томск на связи. У нас 23:09, на улице потеплело, минус 16, после морозов прямо юг, да уж. Так, Валентина Сирина, Лейла, вы рекламировали канал, на котором мы сразу должны подписаться на эти каналы, если не ошибаюсь, больше 20, но это как-то нереально, ведь хочется ознакомиться и наблюдать за их жизнью, а не ради денег. Так, какие больше 20? Вы рекламировали на канал, на котором мы сразу должны подписаться на эти каналы, если не ошибаюсь. Больше 20. Нет, я такого не делала, Валентина. Это, скорее всего, вы говорите о конкурсах каких-то. Конкурсы я не проводила, чтобы сразу на 20 подписаться. Я рекламировала одну девочку. Если честно, из-за этой девочки получила неприятные ощущения для себя, потому что давнишняя моя подписчица начала мне писать неприятные слова для меня. Я хотела выпустить влог про это, но все-таки передумала. Еще поговорю вам с вами, вроде бы сколько, 45 человек меня смотрят. Так, видео для души. Ассаламу алейкум, всем мира, добра, здоровья, успехов во всем. Вам много подписчиков. Большое спасибо. Ва алейкум ассалам. Так, далее, кто забыл лайкнуть? Да, Боб, есть ли в Ингушетии еще блогеры? Есть. Сая из Дурки, кажется, даже мои дети будут вас мамой звать, хотя мне до них далеко, но сильное чувство, что так и будет. Не знаю, Саечка. Так, Рамзан Саид дал без Машу, Локханан, Диареску. Так, Валентина, еще раз перейду к вам, потому что вы мне говорите, что нет, я рекламировала одну девочку недавно. Не в сообществе, а вот именно реклама была у меня. И после этого мне написала одна подписчица. Я, к сожалению, не запомнила, кто она. Она мне написала: если вы на своем канале будете делать рекламу,
то я отпишусь. Я прихожу к вам на канал, а вы рекламируете кого-то, и ну, у меня вот такие вот условия, что она отпишется. А потом еще одна, вот, к сожалению, у меня такая память дурацкая, надо было записать, но я ее знаю, я по нику ее узнаю, она у многих блогеров сидит, и ничего вроде бы. Но у них она сидит, пишет хороший комментарий, она мне раньше писала хороший комментарий, но на сей раз она начала на меня немножечко наезжать. Почему? Ну, почему вы рекламируете, типа вы зарабатываете на ютубе, не обязательно вам кого-то рекламировать, типа это не ваша работа. Если... Ну, я ей сказала, что это наша работа, мы беремся за какую-то рекламу, если что. Ну, и она мне другая пишет, что вам за вашу работу платит YouTube. Вы знаете, и еще мне было сказано, даже это мне не так вот покоробило, просто мне она написала, что деньги людей портят, вас испортили деньги, и что вот я, ну не знаю, изменилась. Я не чувствую никакой измены в себе. Если есть какая-то измена, да только не из-за денег, потому что я не получаю таких денег, чтобы измениться, если честно. С Ютуба мне капает буквально, даже я не буду озвучивать эту сумму, настолько она маленькая. Рекламировала я, мне не дадут соврать все блогеры, девочки, которые у меня рекламировались, молодые девочки, практически бесплатно всех. Ну, есть с которых мы и брали деньги, но это тоже, то ли 500 рублей, то ли больше 1000 рублей с одного человека никогда не брала. И то, наверное, ну, максимум 4 рекламы я взяла деньги. Остальное все, что я рекламировала за весь этот период, а их настолько мало, что я им делала рекламу бесплатно. И в сообществе, которую ставлю я рекламу, тоже практически вся это бесплатная. Ну вот эти 3 женщин на меня в тот раз наехали и демонстративно отписались. Ну, что теперь поделаешь? Значит, получается, мне нельзя рекламировать, наверное, не знаю. Но мне не было обидно все, что они говорят, за счет того, что там рекламирую, не рекламирую. Но то, что сказали, что я изменилась из-за денег, что деньги меня испортили, мне это, конечно, обидно. Так, пишем, так. Видео для души, так, это я, по-моему, сказала. Лайки сказала. Так, жена Азера, 8 лайк от меня. Спасибо. Долбовца. Кто больше нравится, Хадижа или Киса? Хадижа. Далее есть Ингушка Мадина. Так, побежала у меня. Есть Ингушка Мадина, я подписана на нее. Да, есть Ингушка Мадина, есть еще Ингушка Хадижа. Ой, я не знаю ее. Нормально? Пока нормально. Не могу сейчас вспомнить. Хадижа еще есть, Ингушка готовит. Есть моя сноха в гостях у Сони Ингушка. Но у них вроде бы кулинарные влоги, пока не знаю дальше будут ли дальше они показывать что-то. Так, Жанна Елисаева говорит, Ибрагим, я не знаю, но я все равно еле слышу. Так, от микрофона, от этого ничего не зависит же, Ибрагим. Сая из Дурки. Новые подписчики, сразу вам скажу, канал хороший, не ошиблись вы с подпиской. Мы познакомились с такой хорошей, дорогой нашей Лейлой. Спасибо, Сая. Ирина, Швейцария ТВ. Всем привет, Швейцарии. Ой, привет, Ирина. Жена Азера. Можно громче? Можно. Почему у нас громкость плохая, Ибрагим? Так, Ибрагим тоже меня не слышит, походу. Так, Зари. Так, Сая из Нормально, у меня все нормально. Женщина с претензией. Привет, а? Все нормально слышно. Не знаю, пишет, плохо слышу. Я что-то, у меня мышка глючит. Покажи. Так.
Сая, Надежда, такие особо не стоят ваших оправданий. Что? Твои подписчики разделились на два типа, не слышно и слышно. Да? Сейчас, ну не знаю, почему не слышно. Заря, не обращайте внимания, даже не берите в голову. Сейчас такое время, нужно хвататься за все. Ну, хвататься за все, конечно, я не собираюсь, но тем не менее... Полистай вниз, а то ты отстаешь немного. Она у меня не работает, если я не буду читать с телефона. Дай мышку. А, вот все, не отстает ничего. Может, я с телефона буду Нормально, читать? нормально, все. Так, где я была? Так, Жанна Исаева, Лейла, а почему вы не должны рекламировать? Все всем можно, а вам нельзя. Вот я не поняла этих трех женщин, если честно. Я не знаю, почему вот. Причем я так редко рекламирую, очень редко. А эта девочка вообще сидела 3 недели, ждала, чтобы я ей сделала рекламу. Очень меня просила. Я даже потом не спросила, пришел ли к ней кто-то или что-то. Я даже не знаю имени этой девочки. Потому что она написала, что ей муж не разрешает не показывать себя, не комментировать, не говорить имя, не говорить откуда она. У нее кулинарный блог. И она просила меня, вот очень просила, чтобы именно я прорекламировала. И причем, знаете, почему просила? Потому что мои подписчики, у них такие хорошие комментарии, такие адекватные люди. Вот именно она это и говорила мне. Из-за того, что вот я прочитала именно комментарии ваших подписчиков, мне бы хотелось, чтобы именно вы мне сделали рекламу. Я даже, в принципе, и жалею, что у нее и денежку взяла, эту 1000 рублей с нее взяла, надо было и не брать, ну не знаю, но неприятности, конечно, не было, мне просто в душе было неприятно. Потому что дело в том, что даже, ладно, если бы я много зарабатывала, уже у меня были бы много подписчиков, у меня была бы хорошая зарплата с Ютуба, вот тогда еще можно было бы сказать, что я из-за денег изменилась, но я еще пока, чтобы измениться, денег таких не получала. Так, Сая, ой, вернее, Леля адресовала, а не вам, Надежда, ага, она ошиблась. Далее, а вот и наша красавица с претензиями, да, Хадижа. Ну а что, Хадижа, я с этим ноутбуком сегодня что-то забыла. Спасибо, Хадижа, что зашла. Да, мне нужно покупать микрофон, но вот никак. Вот если я сейчас опять скажу, что я жалуюсь, но не могу я пока выделить деньги на микрофон. Он чуть, конечно, дороговат. Купим. Мы сейчас пока купили себе эту, как она называется, эту треножку с лампой. Теперь на очереди микрофон. Ну и мне сын обещал вроде бы, но посмотрим. Будет микрофон, друзья. Так, Лиана, салам алейкум, валейкум ассалам, София Радар, добрый вечер, Маша, Лила, Маша Удаши, добрый вечер, София, Юаль, Маш. Мне приятно, когда мои всегдашние подписчицы приходят ко мне, Жанна Исаева. Это тоже копейка, вы все блогеры рекламируют, Хадижа постоянно рекламирует, почему нет, это ваша работа. Ну вот я ей тоже сказала, что этой женщине, что это моя работа, она вот мне ответила, нет, это не ваша работа, типа за вашу работу платит вам YouTube. Но вот скажите, вот я сейчас вам скажу это, мне кажется, если, например, мне же пишут, что вот именно даже они писали, что им приятно со мной, что они приходят ко мне, да, сейчас. И, например, если мне этот человек приятен, если действительно люблю этого человека, как мне это говорят, почему я пролистываю или просматриваю рекламу, которую дает YouTube, терплю ее. Ну, а рекламу, которую делает человек, который мне нравится, я ее не терплю. Хотя ее и терпеть не надо, ее можно сразу же пролистать и не слушать. Вот это вот нестыковка какая-то, я не поняла, я не знаю, вот почему и как. Ну, всем мил не будешь, значит, по-любому это где-то моя ошибка, не знаю. Так, далее, кто не ставит лайки, редиска. Людмила Череповская, Лейла, ты рекламировала канал Езира Будни Чеченки. У нее конкурс и 20 спонсоров, об этом говорила Валентина. Да, у нее конкурс. Друзья,
кто бы, как бы, ни я, ни кто-то другой, от того, что мы рекламировали, это не обязательно, чтобы вы туда заходили, если только по вашему желанию, если вы хотите, если вас заинтересовало что-то, пожалуйста. Это же не значит, что мы вам навязываем любой другой канал. Это все ваше желание, если хотите, зайдите и посмотрите. А нет, так пропустите, и все, ничего там такого нет. Да, и Зира, молодая блогерша, решила так, я, например, не осмелилась, но она вот затеяла конкурс. Просто заходите, подписываете, чтобы выиграть там какую-то денежку. Я не знаю, сколько она там, какой у нее, сколько она дает за призовые места. Вот поэтому можно в конкурсах, когда вот рекламируют их, можно просто подписаться и не смотреть, если не хотите, если вы хотите выигрыш. Просто подписаться под эти 20 каналов, ну и один раз, по-моему, написать, что вы участвуете в игре, что-то такое, ну, в этом конкурсе. Я сама была в таких конкурсах, но не я собирала деньги, а я покупала рекламу, типа этой рекламы тоже. И вы знаете, я тоже, друзья, и я, и любой блогер, который хочет немножко продвинуться, и чтобы о нем узнали, по-любому покупает рекламу. А я вам скажу, сколько я не покупала рекламу, за 1000 рублей я еще ни одной рекламы не купила такой дешевой. Вот даже буквально недавно я заплатила 3500, и даже стыдно сказать, сколько человек у меня оттуда пришло. 70 человек только прихода за 3500. Понимаете? Значит, не понравился мой канал. Надежда Батких. У всех есть право выбора, смотреть или не смотреть канал. Лейла, не огорчайтесь, сколько людей, столько и мнений. Ваш канал интересен, берегите себя. Спасибо большое, Надежда. Алина Лаптева, привет. Привет, Алина. Да, вы смотрели ингушский фильм «Сойти сын Заули»? Если честно, нет. Сая из Дурки. Конечно, как преданные подписчицы оставят вас на нашу родную Лейлу. Спасибо, Сая. Так, Алина Лаптева. Я в сарае коров даю и тебя слушаю. Молодец, Алина. Как там твой муж? Так. Лиана, да, смотрели, не нравится мне это кино. Я не смотрела, не знаю точно. Хотела посмотреть, но не смотрела. Жена Азера. Ютуб мало платит, смотря из какой страны смотрят. Да, да. Сейчас вообще после Нового года, если честно, Ютуб платит вообще копейки. Ну, блогеры, у которых много подписчиков и просмотров, конечно, может, но все равно и они, наверное, ощущают. Не так, а ну, нам, которым, лично мне, у меня вот мало просмотров, там практически копейки капают. Так, Валентина, если я сейчас попробую найти кто. Кого, Валентина? Алина Лаптева. Люди лучше спонсорство оформите, как я. Спасибо, Алина. Жизнь мусульманки. Так, убежала. Ассаламу алейкум. Бараката и добра. Ва алейкум ассалам. Вам тоже бараката. Алина Лаптева. Я очень хочу помогать Лейле. Смотрю рекламу и спонсорство оформила. Спасибо большое, Алина. Так, жена Азера спрашивает, как оформить спонсорство. Так, Горянка Чечни, всем доброй ночи. Здравствуйте, Лейла. От меня лайк, как всегда. Спасибо, Макуша. Маршалка, добрый вечер. Горянка Чечни, очень хорошая девочка, очень хороший канал, друзья. Зайдите к ней, если хотите, конечно. Так, Ирина Швейцария. Завтра на моем стриме о вас скажу. Ой, а у вас какой канал? Я тоже к вам зашла. Скажите, большое спасибо вам. Зари, Горянка Чечни, вас смотрит моя мама. Вы знаете, Горянку Чечни я сначала, ну я ее и сейчас смотрела с упоением, первые ее влоги, это вообще. Так, Лариса. Ой, Ташина семейка, ну опять, Наташа, ну зачем ты так? О, мне даже неудобно. Наташина семейка, Наташа, ну я... Если можно, я скажу, что это моя подруга также, так как бы. Моя подруга тоже, видите, 899 рублей мне скинула. Спасибо, Наташа. Так, Лариса, вы нам пример всем мой. Большое спасибо. Так, Горянка Чечни, спасибо большое, Зари. Так, далее. Алина, значит, и коровы подписчики. Надеюсь, молока дадут побольше под звук. А я свою запустила корову, Алина, уже не даю.
Сая из Урки. У нас тут зоопарк сестры шумели. Сильно плохо слышу вас. Опять плохо слышно. Вера, Вера, здравствуйте, Лела. Такие цвета приятные у твоего наряда. Всех благ тебе. Лела, обнимаю тебя, Лела. У тебя будут свои верные подписчики. Одни придут, другие уйдут. Я тебя обнимаю, Россия. Ой, спасибо большое, Вера. Вы знаете, действительно, когда мне кто-то так пишет, и мне бывает, ну, у них, когда пишут неприятные комментарии, все-таки даже один этот комментарий, а столько хороших, но этот один настолько оставляет след в твоей душе, в твоем сердце, что вы даже не представляете. Но потом, прочитав вот такие вот, Вера, как ваши комментарии, опять хочется и работать, и дальше продвигаться. А такие комментарии, если честно, после каждого плохого комментария мне всегда приходит в голову забросить это дело и думать, зачем мне это нужно. А потом опять-таки хорошие комментарии, и все по новой. Зортик Гадабошева, салам алейкум, Лела, как ваше здоровье, как ваша мама, дай Аллах вашей семье здоровья. Спасибо, Зортик, алейкум ассалам, все хорошо, более-менее. Как у вас, как ваши дела? Так, Валентина Сирина, а лайки не забываем ставить. И знаете, друзья, мне очень приятно, потому что первое время у меня было очень мало своих подписчиков ингушей. Вы меня извините, конечно, я не националист, но все-таки мне хотелось, чтобы, не то что хотелось, чтобы они были в подписках, мне хотелось узнать, что обо мне могут подумать они и согласны ли с тем, что я стала блогером, о чем я говорю. И действительно сейчас у меня с каждым днем прибавляется, или они, может быть, были, не писали комментарии, я же не могу точно знать, но вроде бы все пока довольны, чем я занимаюсь, все меня поддерживают, многие вышли в личную связь, мы общаемся через WhatsApp. И большое вам спасибо. Спасибо, конечно, всем моим подписчикам, но вы, я думаю, не обидитесь, что я немножечко сказала спасибо больше своим местным, потому что все-таки поддержка местных, своих, как-то меня немножко даже вот воодушевила, чтобы дальше работать. Если честно, когда я начинала, я действительно боялась, что меня не поймут. А уже с комментариями я уже понимаю, что меня понимают, что меня поддерживают. И даже у меня недавно была, вот когда покупала телефон внуку, мы что-то заговорили, говорит, я там снимала, она говорит, зачем снимаете? Я говорю, так и так. И она говорит, ой, скажи, назовите канал. И такие, она мне прям сказала, что мне нравится, хорошо, почему? Я говорю, вы не будете смеяться. Она говорит, нет, почему я буду смеяться? Я наоборот посмотрю. Я как-то через какое-то время написала ей на листочке, хотела отдать ей название канала. Она говорит, а я уже подписалась даже вот за тот момент, который мы с ней разговаривали. Вот так вот, друзья. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. Так, это я прочитала. Валентина Сирина, лайк не забываем ставить. Зорти Гадабоша, у нас тоже все хорошо, алхамдулиллах, это хорошо. Миндания Хайридинова, здравствуйте, добрый вечер. Лейла, мне очень нравится ваш канал, стараюсь смотреть рекламу, пришла от Розы. Спасибо вам большое. Миндания. Интересное имя, красивое. Так, Ташина семейка, здравствуй, Ибрагим, Зорти Гадабошева, добрый вечер. Так, далее. Дети, у вас очень хороший цвет лица, не болейте и берегите себя, еще хороший человек притягивает, наверное. Спасибо, далее. Так, Валентина Сильвина, как всегда, вас приятно слушать и смотреть. Местные, как никто, помогут и поймут. Спасибо, Валентина, и за то, что вы поняли. Я иногда, когда что-то говорю, что боюсь, что меня могут не понять или неправильно понять, потому что все-таки я еще не так раскрепощенно себя чувствую перед камерой, причем в прямом эфире. Волнуюсь и забываю, что и как. Далее, бывает хороших нас. Так, Сая из Лужки. Преданные подписчицы, которым вы будете по душе, всегда будут с вами. Без вашего канала мы бы не познакомились, да. Юлия Россия, тогда Ибрагим в эфир. И Юлия Россия, если ты тут, так, Ибрагим, в принципе, тут, он в другой комнате просто. Так. Так, тут Ибрагим вопрос задает.
Сейчас, минуточку. Так. Что-то я не успеваю сегодня. Лучше все-таки с телефона. Так. Лариса, свои всегда поддержат и поймут. Ну, я надеюсь. Ибрагим, меня опять она глючит. Так, Сая пишет, что из дурки. Сая из дурки пишет, что холодные напитки. Валентина Сирина, вы только не обижайтесь, не всегда получается посмотреть ваши эфиры, но я стараюсь. Нет, конечно, я не обижаюсь, вы что? Так, далее, чай Ахмат. Ей нравится Юлия Россия. Ибрагим, почему видео попади и не один же раз попадал, видимо, да? Попадал, я сама неправильно прочитала. Фотосохну, почему она мне включит все время? Так. Зари, чай с молоком, выключу уведомление. Только сначала молоко, потом заварка. А там какая-то разница? Я тоже люблю чай с молоком. Но не знала, она сначала наливала чай, а потом только молоко. Помощникова Наталья. Лейла, добрый вечер, как ваши дела? Добрый вечер, Наталья, спасибо, хорошо. Так, Горянка Чечни. Лейла, когда заготовки будут? Ташина семейка, Наталья, приветик. Сая из Дурки. Чай с молоком, калмыцкий, обожаю. Хотя я не люблю чаи, думаю, многие его пробовали и многим он нравится тоже. Нет, калмыцкий чай мне не нравится. Мне нравится обычный чай с молоком. Черный чай. Вера, Лейла, иди вперед, только вперед. У тебя на канале позитив, жизненные моменты, опыт жизни. Ты с нами делишься. Канал твой вырастет. Мы еще выпьем чашечку чая, когда наберем 100 тысяч подписчиков. Но будем надеяться, Вера. Спасибо большое. Так, Помощникова Наталья, приветик, Ташина семейка. Так, Миндания нравится чай с лимоном, курагой и черносливом. Так. Я люблю холодные соки, любые, особенно апельсиновый сок с горчинкой. Ну и чай, конечно, тоже. Далее, бывает, что люди разговаривают, чай приготовки. Так, тоже не поняла что-то. Так, у Ибрагима кофе американо. Ну да, Горянка Чечни, у Лейлы к весне будут 50 тысяч подписчиков, должны отметить такое событие. Марка, твоими устами мед пить, к весне 50 подписчиков, ты замахнулась. У меня еще 10 тысяч только. И причем эти 10 уже, в принципе, почти месяц практически никто не добавляется, не знаю. Отписок много у меня, друзья, не знаю, есть ли они у других блогеров, или это только у меня отписываются, или это YouTube отписывает, я не могу понять. Так, явно он у меня не хочет сегодня работать, конечно. Все же. Я пропускаю много из-за этого. Все. Так, Сая из Дурки. На вкус и цвет все фломастеры разные, да. Далее, то есть приговаривают, колдуют при готовке заварки. Не знаю. Колдовство это не мое, я не знаю. Хотя у нас, говорят, этим сейчас очень много людей занимаются. Так, Назира Казань Лав. Настоящий зеленый чай в прикуску с вареньем. Так, жена Азера. Новые правила на YouTube вышли, и он наказывает за нарушения. Какие? Слушайте, по-моему, жена Азера мне называла свое имя. Еще раз скажите свое имя, пожалуйста, я не помню. А какие нарушения? Вот я не пойму, у меня уже практически 2-3 недели, каждый день вот по 10, по 12, иногда бывает и 15 человек
отписываются, и поэтому канал просто не двигается. Подписки вот не видно из-за отписок. Сок из облепихи. Вообще не пила даже, Сая. Так, Юлия Россия, Лейла, Аишка сейчас у вас или домой уехала с мамой? Буквально перед эфиром, за 10 минут до эфира уехали с мамой. Хадижа, ага, очень приятно. В прошлом Надежда. Так, Хадижа, извините за вопрос. Если в прошлом Надежда, значит вы не азербайджанка, да? Я просмотрела очень много ваших влогов. Интересные. Так. Далее, нет, колбасу просто так как бы заговаривает на хороший чай получается, да? Надо попробовать. Лариса, добрый вечер из Ростова, добрый вечер. Жена Азера, название роликов не писать крупными буквами. Ага. Мы пишем название роликов крупными буквами? Да. Зачем? А зачем ты его? Он сейчас сюда быстро. Так. Так, Ольга Мазина, нравятся травяные чаи, особенно из облепихи и мяты. У меня сноха тоже очень любит разные чаи, но я не люблю другие вот ароматы какие-то. Мяту вообще не перевариваю. Саис Дудьки, расскажите о схожестях чеченских и ингушских обычаев. Интересно послушать об этом, может, вы знаете. Юлия Россия, Моська пришел. Моську привели, он не хочет сидеть у меня на коленях, если честно так. У меня тут... вот же они, оба рядом со мной тоже на стуле. Ой, не говори далее, этот жердяй еще приучился приходить сюда и у котят есть покупной корм. Так, Помощникова, по-моему, да, я неправильно, по-моему, говорю, да, Помощникова Наталья, какой красивый котик и такой большой. Ой, Наталья, еще какой большой. Так, Назира Казань, лайк, а еще из Душицы. Нет, вы знаете, я не люблю никаких ароматных пряных трав, даже мясные блюда, когда добавляют пряности какие-то, тоже не могу, кроме этого, перцев просто. Так, Горенко Чечни. Жена Азия, напишите, что именно нельзя писать большими буквами, если вас не затруднит. Ну, наверное, название на этом. Так, в прямом эфире много слов, друзья, пишут не так, как надо, и YouTube реагирует. Дальше у меня картинка стоит. Картинка в ютубе? Да. Так нажмется. А ты сам нажать не можешь, что ли? Мышкой я имею в Я виду. нажала. Все, нажми еще раз. Промотай вот так вот. Я сам. Я чайник в этом деле. Так, насчет чеченских сейчас лучших света. Доброй ночи всем. У нас в Казахстане черный чай с молоком, любимый напиток. Да, мне тоже нравится черный чай именно с молоком. Назира Казанина, какая у вас погода? У нас как будто бы начало весны, вот ранняя весна, вот такая погода. Солнце, градусов 5-6, если даже не больше. Позавчера 8 градусов было. Сегодня писали только 3, но я не верю, что только 3 было, потому что казалось намного больше, теплее. Просто в обычном платье полчаса ходить по двору и даже не замерзал. Не то, что не замерзал, даже не холодно оказалось. Мне кажется, именно вот эта погода мне мешает с давлением. Хотя вот рядом все, вроде бы у всех снег в регионах, которые с нами рядом.
Сая, ингушские и чеченские обычаи практически одинаковые. Там небольшие различия, а так почти все одинаково. Единственное, у нас... Так, Ленка Бокова. Всем доброго вечера, кто сейчас в чате. Интересного, хорошего разговора. Не забываем ставить лайки, девочки и мальчики. Спасибо. Али Арскана, добрый вечер, Лила, и всем зрителям этого канала. Спасибо большое, Али. Шторм, Светик, Хел, Халила. Ну как ты это дело научилась делать торты? Ждем рецепты. Чего ты боишься? Так, Ибрагим что-то меня начал спрашивать. Мама, чего ты боишься? Страхов много, боюсь. Замкнутого пространства, не могу ездить в лифте. Так, жена Азера Хадижа, ну Хадижа буду говорить, Хадижа, надо писать правильно. Надо писать правильно. Жена Азера, мне сегодня подсказали добрые люди. А как, что писать правильно? Так, Назира, вы так хорошо, без акцента на русском говорите. Без акцента, да, но стараюсь. Далее, Ибрагим, как жизнь молодая, скучно? Ну, сегодня точно. Чем занимаешься в свободное время? Не при маме будет сказано, сисек есть, сисек нету, если ее есть только. Ибрагим не женат. Сая из Дурки. Хочется хоть найдем к вам. У нас даже дышится намного сложнее из-за холодного воздуха. Так, Сая, а наша температура хоть и плюсовая такая, но когда чуть-чуть, даже 0 градусов у нас намного кажется холоднее, чем у вас там, где севернее. Так, я поняла, что я имею в виду курсы, как закончила Танзила, сейчас я скажу. Курсы закончила, только звонила буквально за час до эфира Юлия Россия, а Москву тоже замело, и мороз 20, ничего себе. Прям крещенские морозы наступили. Вот христиане пойдут купаться и радуются. Ух ты, в такую погоду купаться, правда, сложно, наверное. Танзила закончила курсы, но у нее такая проблема, она не может дома что-то делать, потому что у нее нет нормальной плиты, чтобы делать эти торты, нет хорошего миксера. И сегодня мне жалуются, мам, курсы-то я закончила, а практики пока у меня нет. Я говорю, курсы закончила, и практика потихонечку будет, успокойся, все у тебя будет. Вроде бы говорит, что поняла, и преподаватель сказала, что если что, звоните, я вам буду объяснять, я вам буду вас вести, пока вы нормально не начнете. Так, вроде бы довольна очень, посмотрим. Я люблю лимонные торты, пироги, именно лимонники. И она мне сегодня говорит, мам, она меня такому лимоннику научила. Вот посмотрим, приедет, может, сможет сделать лимонник хороший. Так, ну я буду читать, как вы есть, жена Азера. Не поняли, не писать название канала и ролика, все буквы крупным шрифтом. А как я показывала выше пример. Угу. Так, Надежда Гладких. У нас и при минус 45 купаются в проруби на крещении. Да уж. И потом не болеют. Нужно такими закаленными людьми быть. Лариса Пайская. Совсем ничего не слышно. Вечер добрый, Лила. Добрый вечер. Так, добрый вечер, Ляля. Надежда Гладких. Нет, не болеют. Ну, видите, это значит так воля Всевышнего, чтобы они не заболели. Ибрагим, опять нас плохо слышно. Так, Сая из Душки, расскажите о интересных моментах вашего детства, которые вы помните. Ольга Мазина. Лейла, спасибо за войнавский сладкий рис. Очень понравился и стал любимым блюдом. Ой, спасибо, Ольга, мне нравится, когда что-то готовят. И получается, и благодарят потом меня. Лучик света, слышно хорошо, спасибо. Надежда Гладких, верить надо, и все будет хорошо, да. Юлия Россия, нет, не болеют, говорят, что в эту ночь вода священная становится. Ну, значит так, потому что если бы не было бы так, то, конечно, болели. Кана Гуга, у нас хорошо слышно, спасибо. Ольга Маркова.
Добавляем и ничего. Надежда Нуштаева, хорошо слышно. Так, Назира Казань Лайв. Я начала вас смотреть по рекомендации канала Ивановы. Спасибо большое, Назира. Лариса, с названием должно быть броским, чтобы привлекать внимание. Например, такой суп вы еще не ели. Так, жена Азера. Только первая буква в начале предложения крупная, остальные мелкие. Еще наказывают за религиозную тему. Ага, спасибо, Хадижа. Далее, вот вам и разница. Это я на вопрос, чем различие между нами. Сисок – это жена по-ингушски. Я подзабыла это. Ну, в словах, конечно, у нас есть. Но я же сказала, и в словах, и в обычаях. Во многих вещах, конечно, есть небольшие различия. Но это не очень большие различия. Есть, конечно. И в обычаях есть. По-моему, у чеченцев тот же вопрос, что всегда мне задают. Зять видится, по-моему, с тестем и с тещей, а у нас нет. А потом, у нас, когда девушка выходит замуж, то наши девушки, с ними никто не едет. Она едет одна в новый дом к жениху. А у чеченцев с невестой едет двоюродная сестра там, или родная сестра, подруга, сноха, кто-то, обязательно кто-то с ней едет. А у нас нет. Ибрагим Индиев, самый лучший обычай у нас. Не знаю, между прочим, обычай, что зять не видится с тещей и тестем, мне позавчера написали, что это дикость какая-то, хотя я не знаю, почему это дикость. Так, далее пишет, едет одна женщина. Да, с ней я это тоже знаю, потому что у меня двоюродная сестра замужем за чеченца, и на нескольких свадьбах я у них там была. Так, Лидия Колтунова, добрый вечер, Лейла и Ибрагим. Рада знакомству с вами и вашими близкими. С радостью жду новых выпусков. Лейла близка мне по духу, я постарше вас, мне 61. Спасибо, Лидия, большое. Так, Ира Мук, по-моему, да? Добрый вечер всем. Я Ира Крапка. Ирина. Ира Крапка. Просто зашла с планшета. Рада, что попала на стрим. Большое спасибо, Ира, что зашли. Так, Ибрагим здоровается. Так. И о детстве меня Сая спрашивала, да? Ну, самое запоминающееся в детстве, что в действительности, не знаю, просто то, что меня очень сильно все любили. Была любимым ребенком, меня баловали. Особенно отец меня сильно любил. Это, конечно, так вспоминается с этим умиротворением. Так. Сай из Душки. Ага, хорошие обычаи. У нас обычаи такие, что зять должен объездить многих родственников жены и показаться перед ними всеми. У нас, знаете как? Дело в том, что вот я сегодня не успела загрузить ролик, просто я там тоже это объясняю, потому что были вопросы про это. Из-за того, что зять не может видеться с тестем и с тещей, это не значит, что зять не может приехать в гости, что он не может побывать у них, что он не может помочь, например, если нужна какая-то помощь теще и тестю. Ну, как обычно делается, если этот зять должен прийти во двор или в дом, то тесть с тещей уходит в другую комнату, и все остальное он может зайти. Особенно если есть дома сестра его жены, сыновья. Он может спокойно прийти в гости, посидеть. Его угощают, в принципе, его и уважают как-то, как бы вам сказать, внимание ему уделяют большое. Так что ничего такого, что они не видятся, этого ничего не значит. Так, Ибрагим, что ты помнишь из своего детства? Если честно, ничего такого особенного, если только не школьные годы. Вы спросите поконкретнее, может, и вспомню. И у Ибрагима было такое легкое детство, что он ничего не вспоминает. Так, Сая из Душки. Это хорошо, что любимый ребенок был. Хорошее детство было, значит. Я тоже любимый ребенок, но у меня понятно, по какой причине. Так, ну да, ты единственный ребенок. Да, там свои нюансы далее пишут.
А вообще у нас действительно обычаи меняются, по-любому они меняются, не как раньше, намного облегчаются. Расскажите о тейпах, я уже когда-то спрашивала. Так, а что рассказать о тейпах? Если у нас башни есть, ну, у нас как-то есть различия по тейпам, но это уже сейчас тоже стерлось, так как-то вот считалось, что какой-то тейп выше, какой-то ниже. Ну, это уже сейчас практически уравнялось. Я вам точно не могу сказать, что и как, и объяснить как-то вот. Ну, есть SD-тейп, считали, что это там какие-то вот, считали, что это лучшие из этих тейпов люди. Это было давно, конечно. Сейчас с этим как-то не очень-то и смотрят на это. Раньше, когда вот жених сватал невесту, она уже засватанная, то, например, вот он у себя дома, он практически делал все, чтобы его не видел хотя бы отец. Отец, дядя, вот взрослые мужчины, которые в семье, в роду, вот жених, который, у которого сидит засватанная невеста, старался не попадаться им на глаза. Вот было неудобно. И также было, что и засватанная невеста тоже старалась не попадаться. Интересно, девушка автоматически переходит к тейпу мужа после замужества? Ну да, автоматически. Но все равно спрашивают, когда вот замужняя женщину и девушку, молодую или пожилую, ну, если нужно спросить, тейпа ханалейха обычно говорят, ну, чья ты. Ну, по-любому, если она отвечает один тейп, то все-таки потом все равно или переспрашивает, или ты сразу говоришь, я замужем за таких-то, а сама я такая-то. Все равно оба тейпа называются. Понимаете, вот я замужем за Индиевых, а сама я Хамхоева. Вот. Если задается вопрос, я отвечаю так. Я Чинхок, кто черт-то перехитрил. Девичья фамилия, да, ну я и говорю, что моя девичья фамилия Хамхоева. Я замужем за Индиевых, а девичья фамилия Хамхоева. Я и говорю так. И обычно, когда вот спрашивают, вот, ну, к какому тейпу ты принадлежишь, например, спрашивают, кто меня не знает, я называю сначала фамилию мужа, ну я и говорю даже сразу, я замужем за Индиевых, а сама Хамхоева. Вот так получается, что девичья фамилия такая-то. Раньше мы меняли фамилии обязательно, переходили сразу же на фамилию мужа переписывали, а сейчас вот говорят, что, оказывается, менять фамилию нельзя было. Не знаю, правда, неправда, которая из них правда и что. Сейчас именно по религии, что нельзя менять фамилию, свою фамилию на фамилию мужа. А раньше это обязательно менялось. Так. Лучик света сегодня директор канала Ибрагим. На связи. Юлия Россия, Ибрагим, а ты с какого возраста себя помнишь? Я, например, себя помню с 3 месяцев, а ты молодец, Юля. Извини, что на ты. Ира, Аишка уже уехала, да, Аишка уже уехала, дом опустел. Вот если бы еще стрима не было, это было бы вообще. А объясни, почему Албакова Хамхоева, ты даже мне не можешь нормально объяснить. Так, Ибрагим, как я тебе сейчас объясню. Вообще у нас тейп Хамхоевых разделен на Албаковых, на Барахоевых, на Шутуровых, на Бекбузаровых. Это все тейп Хамхоевых и на Хамхоевых. Просто прадедушки именно вот свою линию немножко отделились и назвались в честь своих дедов, прадедов, своих этих, например, Бекбузар, Албак, Хамх, Шутер. И вот по этим фамилиям они взяли, вот именно по этим именам взяли фамилии. А в общем считается тейп Хамхоев. Я надеюсь, я тебе объяснила, Ибрагим. Так, Кана Буга.
Нельзя менять свою фамилию, это по религии, в какой семье родился, к той семье и относишься. Да, но это только вот недавно началось выговариваться, объясняться, потому что раньше, даже если женщина, иногда вот наши женщины не брали фамилии мужей, их я помню, что их чуть ли не знаю, не гнобили из-за этого. Ну а сейчас говорят, нельзя менять фамилию, я не знаю. Ну раньше нам, по крайней мере, об этом не говорилось. И поэтому мы фамилию все меняли. Так, так, так. Ханифа Тичуева. Всем добрый вечер, Лейла. Ты не представляешь, как я рада, что у нас есть блогерша Ингуша. Спасибо большое, Ханифа. А ты не представляешь, как я первое время боялась читать комментарии. Вдруг, думаю, мне кто-нибудь именно из своих что-то напишет. И действительно, первое время, буквально через каждые 5-10 минут, смотрела на телефон, как, что бы мне не написали. Но вроде бы пишут хорошо. Опаздываю? Ты просто читаешь медленно. Так, Ирк Ресница, Франция, и приветствую, как твои дела? Так, он уже ответил. Но у меня действительно это надо поменять его ключ. Нет, нормально. Все, больше нет? Так, Ирк Ресница, Франция. Юлия расселила. Ничего страшного, что на «ты», если честно, то я по возрасту была бы одной из старших сестер Ибрагима, если бы была вашей дочкой. Ну хорошо, просто у нас еще, знаете, друзья, у ингушей нет обращения на «вы», и поэтому я всегда вот как-то вот начинаю, если даже на «вы», потом почему-то плавно перехожу на «ты». Так, Ирк Ресница, Франция, спасибо, все хорошо. Кана Гуга, это правило из советского времени, брать фамилию мужа, да. Да, ну тогда же это все не разрешалось, не читать Коран, не приглашать, не делать маулид, не читать зикр. Это все делалось еще во времена моих отцов, дедов, все тайно, и все было по советскому времени, конечно. Но теперь уже все идет по-другому. Ну и также и обычаи по-другому сейчас. Например, сейчас я не видела, чтобы парень, который засватывал невесту, месяц не показывался в глаза к отцу. Так, Лариса С. На ютубе много видео свадеб чеченцев и ингушей, но нигде не показывают, что регистрируют брак в ЗАГСе. Брак у вас не регистрируют официально, или это не торжественная церемония? Нет, у нас регистрируют, но это не торжественная церемония. Просто они идут и расписываются, и все. Уже могут расписаться через месяц, через 2, через полгода. Не имеет значения, лишь бы был брак именно по-мусульмански. Ирка Сница, Франция, пропустила Лейла. Как самочувствие мамы? Может, ты и говорила уже об этом? Я только увидела, что ты в эфире. Спасибо, Ира, что зашла. Ничего, маме так более-менее, но давление повышается сильно. Гипс сегодня мы ей сняли. Рука немножко распухшая. Надо разрабатывать ее. Так, Ибрагим Иди, а какое время больше нравилось мам, советское или сейчас? Если честно, то советское. Но не из-за того, что там насчет религии, а жизнь была намного легче просто. Хоть и считала, что тогда было плохо, но я не знаю. Может быть, из-за того, что детство было тогда, а любое детство все-таки нравится. Ирка Сница, Франция. Ой, Валюшка, приветствую, как здоровье, Валюш? Да, Валентина, я тоже не спросила вас, как вы. Кана Гуга, сейчас, конечно, это правильно, да. Так, Ира пишет, ну и хорошо, что нет обращения на «вы». Я всегда тоже всех прошу называть меня на «ты». Ирка Сница, Франция. Да, мне тоже больше в советское время нравится, стабильности больше было. Так, Алексей Махненко. Добрый вечер, дорогая Лейла, как мамочка. Спасибо большое. Ну, алхамдулилlah, хорошо. Не будем говорить, что нехорошо, ничего. Так, Сая из Дурки. Так, я ко многим на «вы» обращаюсь, даже к маме. На «вы» время от времени. Валентина Сильная, спасибо, держимся каждое утро, делаю упражнения. Это хорошо, Валентина. Здоровья вам.
Ну, если посмотреть возраст мамы, конечно, у мамы ничего, она держится бодрячком так. Просто вот давление ее очень сильно мучает, хотя уже вот на сильных 3 препаратах увеличили дозу, но все равно это давление скачет. Так, Иркисница Франция. Правильно, Валюша, собой надо заниматься. Лариса. При СССР была стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Знали, что и работа будет, и медицина, и так далее. Ну, не знаю, по-любому тогда было как-то легко на душе, честно. Не задумывался ни о чем. А сейчас действительно думаешь о завтрашнем дне и не знаешь, что будет в этом завтрашнем дне. Так, Валентина Силина. Да, в советское время остается только вспоминать, все было хорошо. Да. Жизнь России. Здравствуйте, Лера. Хорошего вам дня, удачи в новом году, в завтрашнем дне все будет хорошо. Мы будем надеяться, конечно. Добрый вечер. И вам удачи тоже в новом году. Всем удачи в новом году. Самое главное, всем здоровья, остальное приложится. Если заболеть, то, конечно, нет. Говорят, у нас будет, ну, не карантин, не карантин, но что-то такое. До 15 числа, по-моему. Иркисница Франция. Друзья, помним про лайки, слушаем, заслушались, сидим. Спасибо, Ирина. Сая из Дурки. Интересно, каково это, прожив столько лет, хочет ли человек того, чего хотел в молодости? Неужели его потребности заключаются только в спокойствии и окружении семьи? У кого как, Сая, да, действительно, Ибрагим тебе ответил, у кого как. Конечно, все меняется с возрастом. И хочется и стабильности, и спокойствия. Но иногда хочется и, как бы сказать, помечтать. Валентина Сирина. Да, надеяться и верить, не зацикливаться на негативе. Да. Кана Гугалеева. Давно хочу вам передать, что ваша мама уникальный человек нашего времени. Она свидетель всех времен исторических. Живой свидетель. Аллах муж. Док Яхр, Лойцин, Диарясхол, спасибо. Иркисница Франция. В любом возрасте есть мечты и цели. Это не зависит от возраста, да. Людмила Черная. Добра и здоровья вам, вашей маме и всей вашей семье. Спасибо большое, Людмила. Ирина, так, Валентина говорит, Ирина уже поставила лайк. Алексей Махненко. Мечтать нужно в любом возрасте. Лариса. Самое главное — это семья. Хочется благополучия и здоровья своим родным и близким. Да, конечно. Действительно хочется этого, конечно. Так, Иркисница Франция. Ах, спасибо, Валюша, Леди, приятно. Да, спасибо большое. Спасибо, девочки, все, что зашли, что лайкаете, что комментируете, что пишете. Большое вам спасибо. Иришка ушла у меня сегодня, сказала, я приду завтра, приеду обязательно. Так, Иркисница Франция. Хочу платье, как у тебя. Ирина, ты не знаешь, какое оно дешевое. Но теплое как раз на эту погоду. Так, Надежда Гладких. Мечтать не вредно, вредно не мечтать, да. Так, Мила просто. Я немного опоздала. Всем хорошего вечера. Добро пожаловать, Мила. Ира. Тоже считаю, что с возрастом меняется только картинка в зеркале, а душой всегда остаешься молодым. Это я уже из личного опыта говорю. Вы знаете, я вам сейчас признаюсь, наверное, будет смешно. Я в действительности иногда вот что-то когда-то думаю или что-то делаю, думаю, боже, мне же столько лет, а я как ребенок о чем-то думаю. Сая из Лурки. Даже не верится, что лет через 40 я тоже буду постаревшей. Не верится, что моя упругая кожа и так далее постареет, потеряет свою форму, и что морщины появятся. Это время так жестоко, но что поделать? Да, Саечка, да, это все происходит. И как-то незаметно, если ты знала. Зарина Малика, Седик Хелшин. Седик. Так, Ибрагим Индиев отвечает, Сая, с этим ничего не сделаешь, в любом возрасте хорошо по-своему, да.
Иркисница Франция, ой, у самой такое же бывает. Да? Я даже сама себя иногда боюсь, неужели я такая взрослая, а такие мысли где ребенка в голову приходят. Вы знаете, вот иногда вот, я даже не по себе то, что вот время ушло, а как вижу повзрослевших своих детей, думаю, блин, он вот сколько уже с 31 год тому, 33 это. Вроде бы вчера были маленькие дети, а у меня такие взрослые дети, и автоматом же получается, что и ты стала уже не молодой. Так, Ольга Мазина, Лейла, а как у мамы с щитовидной железой? Она может давать повышение давления? Вы знаете, мы никогда не проверяли, если честно, ее щитовидку. Так, Ибрагим Индиев, посмотрите, 18 лет что тут сидит. Скажу одно, жить надо сегодняшним днем. Ну, одним сегодняшним днем жить тоже нельзя. Надежда Гладких. Точно, Лера, всегда, когда сморожу глупость, говорю себе, Надя, сколько тебе лет? Вот именно. Значит, я не одна. Так, экспедиция Франции. Я тоже говорю, жила бы девочка Ира, но почему-то внуки ее называют бабушкой, да. Лариса, когда такие мысли, как у ребенка, значит, у человека чистая, светлая душа. Жизнь в России. На детях замечаешь бег времени. Вот именно. В гостях у Сони. Всем доброго вечера. Кажется, я опоздала. Нет, Соня, ты вовремя. Так, Ира, Ибрагим, скорее всего, не сегодняшним днем, а просто ценить каждый миг прожитый. Вот именно. Сая из Урки. Ну, даже жизнь коротка, тело не вечно, а душа вот вечная. И лучше не забивать голову глупостями. Ну, наверное, Сая. Ну, мы так и живем, Ибрагим пишет. Я же не говорю жить одним днем, мам. И прошлое надо помнить, и надеяться на завтрашний день. Алексей Махненко. Мне казалось, вот только ходила в школу, а 21 числа уже 32 года. Как время летит. Да, я же говорю. Иркисница Франция. Сонечка, поставьте лайк, вы не опоздали. Так, Ибрагим Индиев. Ира, считай, это одно и то же. Ольга Мазина. Правильно, Ибрагим, мудрые люди говорят, будет день, будет и пища. Да. Так. Ну, Сонечка поставит, Ира, это моя сноха. Девочки, опять буду ее рекламировать. У нее свой канал. Как его назвать? Канал, который готовит. Кулинарный влог, все время забываю. Кулинарный влог, в гостях у Сони, зайдите. У нее что не блюдо, то какая-то изюминка в блюде. Так, Зоя Зелела. Молодым можно жить одним днем, а постарше надо уже думать о дальнейшем, да. Так, Иркисница Франция. Такая тема трогательная. Время бежит, и зеркало свидетель. Не говори, Ира, действительно не говори. Когда я задумываюсь об этом, думаю, как быстро оно все-таки прошло. Ибрагим Индиев. Ирина, в наш век не зеркало уже, а объектив камеры. В гостях у Сони. У меня хорошая цифра 70. Ну, вот видишь, Соня, и сразу же 72. После тебя еще двое поставили. Как вы там, что вы там? Говорят, в Москве у вас холодно. Так, Мила, просто Лейла, вы сами давали имена вашим детям? Нет, только одной. Так, Ибрагим здоровается с тетей. Так, Иркисница Франция. Ибрагим, молчи. Ира, точно только зеркало и видит, что время бежит, а во всем остальном мы молоды, да. Так, в гостях у Сони холодно. Разият Магомедова, салам алейкум, Лейла, ва алейкум ассалам. Так, мне надо было... имена. Старшим троим, получается, да? Ну, самая старшая дала моя свекровь имя.
Второму тоже, по-моему, свекор дал имя, точно не помню, кто его назвал, если честно. Третьего назвал двоюродный брат моего мужа, а дочку назвала я Мадиной. Ибрагима и мой муж назвал. Вот так вот. Так. Разият Магомедов, у нас плохо ловит интернет, да уж, этот интернет. Ильдар Татарин, привет вам из Казахстана. Добрый вечер. У вас, по-моему, поздновато уже. Так, Катима Исиева, добрый вечер. Приятная вы женщина, слушаю вас тоже. Мне очень нравится канал Иры из Ницы. Всем большой салам. Да, канал Иры мой любимый, между прочим. Татьяна Шевченко, добрый вечер из Воронежа. Добрый вечер, Татьяна. Тебя твой отец назвал, Ибрагим. Ты не говорила, а ты не спрашивал. Тут сегодня Ибрагим все время в чате с нами, а то все время отсутствовал. Так, исключительно Франция, Фатима Исиева, спасибо большое, очень приятно. Так, мило просто. Ибрагим, очень красивое имя. Да. Людмила Череповская, Лейла, а почему нет видео от твоей подруги Иры Берегини? Не болеет она? Да я сегодня ей писала, почему-то ее нет. Нет, не болеет, она просто не успевает пока. Она говорила, что не каждый день будет снимать. Поэтому вот уже 2 дня, если честно, мы даже не на связи у нее. С ней, вернее. А то каждый день не созванивались, а по WhatsApp голосовые отправляли друг другу. Вчера, сегодня нет. Она же работает и не всегда успевает снимать. Далее Лава сделала, думала, вы уже завершили. Нет, мы пока не завершаем. Юлия Расилова, Ибрагима, наверное, варенье закончилось. Ибрагим сегодня столько запеченного мяса поел, что варенье, наверное, в него не влезет. Закончилось. Малиновая почти закончилась. Не знаю, там у задней стенки надо поискать, но уже слышит, наверное, она идет. Не надо, пошел, сиди. Пошел за вареньем. Но я надеюсь, там хоть несколько баночек есть, потому что и старший сын приедет, и ему что же надо. Да, покушать он любит, но вот что-то на него оно не выходит. Ну, худющий. Я ему все время завидую. Ест сколько хочет и не полнеет. Наверное, из-за вредности. Ему сделаем. Откуда ты ему зимой из малины варенье сделаешь? Так, и все затихли. Куда мы все делись? Сегодня 74 лайка и только 1 дизлайк, представляете? Я только заметила, да, что дизлайк 1. Далее я курицу запекала. Ибрашка сладкоежка. Разият Магомедов, Лейла, как здоровье мамы? Салами передавайте, целую. Ой, спасибо большое, Разият. Ничего, сегодня сняли гипс, по крайней мере, ну, давление скачет. И Людмила Череповская, Ибрагим, помаши нам хотя бы ручкой. Ибрагим, давай в эфир.
Так, Юлия Россия. Теперь понятно, почему он с нами, Лила, в прямом эфире. Он буфет за вареньем. Да. Ко мне должны были приехать двоюродные сестры. Я замариновала еще 3 дня тому назад. Ребрышки такие говяжьи были. Но они не приехали. Сегодня запекла их в духовке. Были очень вкусные. Поел. И буквально через час сел и остатки все съел, которые, ну, оставалось немножечко там мяса, все съел. Мадина Индиева, давно не виделись. Да, час только как уехали. Как вы там? Как вчера Бакаудин говорит, она говорит, что завтра уже уезжает. Он говорит, как завтра? Уже что, неделя прошла? Мы настолько быстро ушли эти дни, что соскучились по Ишке. Вот уже Ибрагим Ядиев пишет, привези Ишку обратно. Маленькая была такая каприза. Сейчас немножко выдам тайну. Когда привозила Мадина ее, казалось, быстрее бы они уехали. Она была таким ребенком плаксивым. А сейчас нам даже не хочется ее отпускать. Так, Мадина Едиева, отдохните сначала. А мы устали от нее. Это она, наверное, от нас устала, что мы постоянно ее тискаем. У меня, знаете, что говорила моя свекровь, когда вот, обычно мы же маленьких детей обнимаем, прижимаем, все такое делаем. И вот я не помню, с каким ребенком, по-моему, со вторым, он у меня всегда полненький такой был. И она всегда говорила, оставьте его в покое. У него, наверное, тело все синее. И рассказывала такую притчу, что-то я не помню, что вот маленького барашка постоянно вот так вот тискали, обнимали, что-то такое. И потом, когда его зарезали и сняли эту шкуру, оказалось, что у него вся его тушка была черная от того, что постоянно вот тискали этого барашка. И она всегда говорила, вот, наверное, и у ребенка такое же будет, если постоянно с ним играться, постоянно его тискать, не оставлять в покое. Поэтому, наверное, Аишка устала от нас, потому что мы все время на ней. В гостях у Сони. От меня только увезли внуков, я отдыхаю, вымотали. Ну, когда уже двое, я не постарше, поэтому, Соня, у тебя, ты же одна, еще только одна, мы не устаем от нее. Но когда уже несколько детей, конечно, это уже, да. В принципе, у нас все наши комнаты были в игрушках, рассыпаны. Ох, дядя, у вас же аж 3. Ну, у них обычно 3 сразу не бывает. Да, видео покажем. Кого покажешь? Петя. Олежку? Не надо. У меня опять картинка ушла. Так. Не убирай, я не прочитала. Надежда Горьких. У меня сегодня тоже были внук и внучка, моя радость. Вот ради кого живем и стоит жить, да. Все-таки, когда уже дети взрослеют, уже взрослые, тогда, конечно, с внуками интересно. Просто у меня с первым внуком, когда он еще был совсем маленький, у нас не было таких вот, ну, вот таких вот чувств, как к Аишке. Сколько Аишке лет? Аишке 2,5 годика. Так, это фраза. Если бы мои внуки приехать смогли, я бы их затискала, как того барашка, да, Вашира. Потому что, когда родился мой первый внук, Ибрашке было только 4 годика. И как-то я не успела еще соскучиться по маленьким детям. И, в принципе, и все мы тоже, и остальные дети были не такие взрослые, и не так сильно с ним вот играли, стискались, все такое. И хотя мы тоже, конечно, его любили, конечно, все ему покупалось, все делалось, но
это было что-то другое, просто из-за того, что вот действительно у нас в доме маленький ребенок. А сейчас уже маленького ребенка давно в доме нет, и ну как-то все соскучились, что мальчики скучали по ну не то, что скучали, что вот, ну, вот интересно с ней просто. Просто дело только в этом. Все-таки они с маленькими детьми успокаиваешься. Мне одна сказала, написала в комментарии, что когда вы с Аишкой, когда вы с ней разговариваете, когда вы лоб именно с ней, у вас даже глаза становятся добрее. Действительно, я все забываю, когда вот Аишка у нас. Вот. Просто действительно автоматом все забывается, пока вот она какие-то выкрутасы, разговаривать научилась, причем уже говорит так буквально все хорошо. И это все нам как-то как будто бы в новость, потому что действительно дети уже давно большие, взрослые. И вот с ней интересно поэтому. Дети это хорошо. А раньше я говорила, я не буду с детьми нянчиться, играться, потому что в действительности 5 детей это все-таки много, от них устаешь. Но оказывается, и уже быстро и отдыхаешь от них, когда они взрослеют. И честно, действительно, мне настолько становится скучно и как-то вот некомфортно, когда я смотрю на взрослых уже своих детей и задумываюсь, ой, ну им же вот столько лет. Какая-то ностальгия, чтобы они были уже маленькие. Куда-то моя Сая делась, вырубилась, наверное, да? В гостях у Сони. Аишка спокойная, послушная, а мы с характером и потискать-то не дадут. А, Сонечка, она-то, в принципе, не такая спокойная, а лишний раз и она не даст. Людмила Черная, внуки это наша вторая молодость. Не говорите, Людмила, действительно это вторая молодость. Действительно с ними интересно. Так, мило просто. Просто отвлекаешься с ними, забываешь о своих проблемах и заботах. Да, ни о чем не думаешь, просто в действительности вот просто занята только этим ребенком. Так, Эльвира Кубанова. Сколько лет разница между вашими дочками? Так, сейчас. 10 лет, по-моему, да? Почти 10 лет. Или 9. Посчитают, какая разница между Тензилой и Мадиной Ибрагим? Давай я на тебя камеру направлю, как ты тут с котом спишь, лежишь. Так. Сейчас посчитаем. Я даже не задумывалась над ними. Танзиле понравилось на курсах? Да, понравилось. Теперь Танзиле надо планетарный миксер, говорят, покупать. Говорит, вернее. Так, Надежда Гладких. Моя внучка вчера утром собиралась в детский сад. Очень медленно. Мама ее торопила, что, естественно, внучке не понравилось. Пробормотала, как ей не повезло с родителями, а вот им с дочкой очень повезло. Да. Далее, Деца. Ханк Челеншу любите еще как. Закручиваете, я поела, была пол-литровая банка у меня, я ее выпила за Ханк, я хочешь, все. Так, это я немножко не поняла, конечно, Ханк, я хочешь, запах, наверное. Черемшу очень люблю, закручивала очень давно, последние лет 5-6 вообще не делала черемшу на закрутку, а люблю очень.
Она у нас уже появилась, конечно, пока еще дороговатая. Хотя, наверное, уже и дешевеет. Уже неделю тому назад за 500 рублей, говорят, была. Но я на рынке уже почти сколько не была. По-моему, месяц не была на рынке. После Нового года вообще на рынке не была. Далее, да. Людмила Череповская. У меня внучка и внук. У внучки характер. Внучек ласковый, часто говорит: бабушка, я люблю тебя. Так, Игорь Пупкин. Не пойму одного, почему после распада Советского Союза все стали какими-то обособленными. Не знаю. Максим Акулич. Привет. Добрый вечер. После распада наверное, каждая республика почувствовала себя самостоятельным государством. И песница Франции, да, уже пошла Черемша. Я думала, в феврале очень ее люблю. Так, Ольга Мазина. Дети, цветочки, внуки, ягодки. Да, это правда. Ира уже, по-моему, даже с Нового года Черемша есть. Было объявление в Инстаграме, что стоит 1000 рублей за килограмм. Потом я вот недавно читала, что было 500 рублей килограмм. Но на рынке не была, не могу сказать. Так, Ира, да, планетарный миксер – это вещь. Но если планируют заниматься на продажу, то лучше сразу брать профессиональный Kenwood. Очень хорошая марка. Игорь Покупкин. Простите, плохо слышно. Я, честно говоря, за вековую традицию Российской империи. Ну, не знаю. Теперь, конечно, империю не вернуть по-любому. Настолько все рассыпались, что уже собрать невозможно. Между прочим, плохо слышно, только в сегодняшнем эфире нам писали. Ибрагим, почему нас плохо слышно? Не только в этом. А? Не только в этом. Ну нет, чтобы вот так вот часто писали, что нас не слышно не было. Ты сейчас говоришь потише. Так, Ленка Бокова. Да, Черемша уже пошла. Это наша природная вакцина от болезней, да. Лучик света слышно очень хорошо. Надежда Гладких. Я замораживаю черемшу. У нас очень любят пироги из нее. Вы знаете, никогда не замораживала. Но в чем? Наверное, в контейнере каком-то ее замораживать, потому что вот действительно на пироги и на вареники с черемшой можно заморозить ее. Почему бы и нет? В голову даже не приходило. Но чтобы запах не выходил, их, наверное, надо или этим вакууматором, что ли, делать, или как-то, или в контейнерах замораживать. Потому что ее запах выйдет хоть откуда. Я очень люблю именно вареники с черемшой и с творогом. В гостях у Сони замораживают листовую черемшу. А другую ты не пробовала? У нас Соня на все руки мастер именно по готовке. Почему бы нет? Наверное, и другую можно, если листовую заморозить. Лучик света. Черемша это как чеснок, не пробовала никогда. Но не сказать бы как чеснок. У нее свой специфический запах, свой специфический вкус. Если не пробовали, вам не объяснить даже, с чем это сравнимо. Луковая спаржа. Потому что там заумно тебе сказать луковая спаржа, ты у нас сегодня прям умник. Никто ничего не поймет. Самая лучшая еда, лучше черемши, только черемша. Тут в Германии бывает тоже. Да, я слышала, что есть в Германии черемша. Да, Марина Юлия, Россия, у нас черемшу маринуют как грибы. Да, у нас тоже. Далее, так, сообщение удалила. Игорь Пупкин. Этого достаточно для понимания крепости духа вам. Держитесь. Спасибо. Иркисница Франция. Точно можно, наверное, замораживать. Пироги не ела с ней, а вареники тоже первый раз слышу. Так, Ира
У нас черемша тоже есть, но только салаты из нее делаем. Далее соскоц, да, с кукурузным хлебом. Ира, вареники делают у чеченцев, у нас тоже их не делают. Я первый раз поела их у своей двоюродной сестры, ну, которая за чеченцев замужем. Мне очень понравилось. И я уже с тех пор сама их делаю, и действительно мне очень нравится. И у меня уже наши ингушки многие, ну, я в Инстаграм выставила, что, как я их делала, просили рецепты. Но это, по-моему, только чеченцы делают, у ингушей нет такого. Но мне очень нравится. А вот пироги я не ела с черемшой, если честно. Я люблю черемшу именно в сковороде с маслицем, чтобы чуть-чуть только была жидкость. У нас обычно и с молоком готовят черемшу. Вот у нас в ингушей с молоком варят черемшу. Надежда Гладких. Наша черемша появится только в мае, в июне. Ну, в январе у нас уже появляется, но она настолько бывает, вот такая вот коротенькая, стоит 1000 рублей, но все равно покупают, находятся люди, которые покупают, хоть и дорого, конечно. Так, Анна Шлеева, добрый вечер из Балакова, добрый вечер. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Так, Хана Давсон, ассаламу алейкум. А дальше я не прочитаю, а вот что она дальше пишет, братушка? Переводи. В этом году, наверное, замариную я немножечко черемшу. Но честно, я маринованную черемшу и не очень-то люблю. Так, идея вареников мне тоже понравилась. Вот, ну, в действительности вот надо будет завтра взять. На вареники много не надо купить и показать вам. Салам. Я из Ташкента. Вам тоже салам, Гульчира. Привет из Татарстана. Пришла к вам от Ивановых. Очень нравится ваш канал. Цветы чем протираете? Блестят. А вы не поверите, ничем, просто тряпкой. Так, спасибо, что зашли от Ивановых, Гульчира. Иркисница Франция. Если будет возможность, сними, как делаешь вареники. Я люблю вареную с томатом и маслом. Вот с томатом, если честно, я никогда не пробовала. Тоже чеченцы делают. У нас ингушей не делают с томатом черемшу. Сниму, обязательно сниму. Даже вот завтра пошлю сына купить. Там килограмма хватит. Резван Бедиев. Добрый вечер, Лейла и Ибрагим. Рада вас видеть. Черемшу мы любим все, и пироги, и вареники делаем. Слышно хорошо. Спасибо большое, Гуля. Так, пироги не ела и не делала никогда. А вот вареники мне понравятся. Юлия Россия. Лейла, а снимите для нас видео, рецепт какой-нибудь про черемшу. Сниму. Сниму, как я ее и в сковороде делаю, и как в молоке варю, и вареники покажу. А пироги не делала, можно будет и попробовать, и пироги. Так, вот что пишет Хана Давсон, Ибрагим, ты переведешь, я не знаю. Ольга Маркова. У меня мама делала зажарку, лук с томатом, заливала в сковороде, черемшу и тушила. Очень вкусно. И я еще где-то видела, что и с яйцом делают тоже, но я не готовила так. И с томатом, да, делают чеченцы, я знаю. Далее, ага, поняла. Она опять говорит, Как вы? Как и, вы? Спасибо, Хана, нормально. и спрашивает твой Facebook. Но я не знаю, как ей объяснить на английском, у тебя же на русском Facebook. Facebook? Я, в принципе, Фейсбуком и не пользуюсь, так что там то, что написано, стоит там, я его не открываю. Сая из Душки. Ой, извините, мне пришлось выйти, я многое пропустила. Ничего, догоняй. Ну, напиши на русском, может, она что-то придет. Я ей много раз писал. Писал, да? Может, пусть она напишет даже. А? Может, пусть она напишет. Я ей вряд ли. Ее аккаунт. Да, пусть она напишет, чтобы мы ей написали. Между прочим, зайди в этот Facebook, я давно его не проверяла, я не знаю. Так.
Сая из Дуркина Черемши, говорили, да, Черемши. И говорит Пупкин, меня поражает то, что мне это больно, честно, вот это все, простите, и не держите зла, давайте вместе как-то все это исправим, я наполовину готов. Игорь, что вы хотите исправить? Так, Елена Николаева, здравствуйте, Лейла, вы и ваши родные замечательные, интересный канал, у вас все про традиции и про вашу жизнь. Подписано недавно, очень интересно. Спасибо большое, Елена, мне очень приятно такой отзыв. Если интересно, как канал, мне это приятно очень. Сая из Дурки, а здесь есть не любители лука, я вот его на дух не переношу. У меня сестра не любит лук. Ну, в смысле, сырой лук она любит, а вот приготовленный нет. Мы все время зажарку, ну, супы, что-то до зажарки. А ей отделяем и отделяли всегда, а потом только кидали зажарку. И в нашу подливу обычную с галушками и в суп. Да, а как будете делать из черемши что-нибудь, снимите видео, конечно. Вы знаете, сейчас пойдет сезон черемши, особенно у нас-то у ингушей не очень много блюд с черемшой как-то, а вот у чеченцев их очень много, так что блюд с черемшой вы увидите еще много. Так, в детстве я не переносила. Вышла замуж, стала больше готовить, как-то пропустила. Так, далее пишет этой Хране, что-то объясняет. Так, вы знаете, Игорь, по-моему, насчет ковида мы вообще даже слова не говорили. Вы не по адресу к нам пишете. Игорь Пупкин пишет, да заладили вы с этим гребаным ковидом, и что? Мы вообще ковид и не вспоминали. Ишки снится Франция. Лейла, правильно, сними про черемшу блюдо. Многие на другую траву думают, что это черемша. В средней полосе России совсем другое растение называют черемшой, правда? Надо будет снять, Ирина. Татьяна Моисеева. Лейла, очень люблю чай с картошкой. Покажите на вашем канале, как вы готовите. Хорошо. Оксана Баланюк, добрый вечер. Между прочим, действительно, с картошкой я чай не делала на канале, по-моему. Просто уже постоянно показывать лепешки и неудобно. Лепешки и галушки все время. Но, в принципе, у нас у кавказских семьях практически очень часто бывают эти блюда, поэтому... Так, Игорь, вы каналом не ошиблись. Да, мне тоже кажется, что он пишет не туда. Людмила Череповская, я из Ростовской области, не знаю, что такое черемша. Да, ну а так, если один раз не попробовать, вам и не объяснить, Людмила. У него специфический вкус, по-любому, ни с чем не сравнимый. Например, моя мама любит черемшу, чтобы она была чуть-чуть недоварена. А мне нравится, чтобы она была действительно уже переварена, вот в таком состоянии, чтобы она прям очень мягкая была. А маме надо, чтобы она чуть-чуть была недоварена. Сая из Душки, когда вы будете манты делать? Помните, я скидывала способ лепки видео в виде солнышка. Помню, Сая, ну сделаю тоже как-нибудь сниму. Вот приедет моя дочь, будем с ней делать, со старшей. Да, Иврашка, забань его, пожалуйста. Сейчас. Оксана Баланюк, я не люблю черемшу.
Ира, тогда интересно, может речь не о той черемше, что у нас называют. Ждем рецептов, посмотрим. Хорошо. Сая из Дурки. Интересно посмотреть, понравится ли вам просто. Конечно, понравится. Это просто, ну, в принципе, манты это те же самые, просто форма теста. А форма теста была красивая, да. Форма не теста, а форма самой манты, самих мант. Было красивое. Мне понравилось. Только пришли мне еще раз, я его все-таки удалила. Если у тебя сохранилось, пришли еще раз. Так, все, Каспар выспался, сейчас пошел хулиганить. Им что? Гостей Нашему Соня опыту и не мне. Хорошо, я тебе перешлю, Соня, как только она мне пришлет. Сколько у вас детей? У меня 5 детей. Сая, покажем мы тебе черемшу, не беспокойся. Вот на летних каникулах приезжай в гости. Мы тебе ее заморозим, мы тебе ее замаринуем, и хотя бы примерно вкус ты поймешь. Отпросим тебя у твоей мамы. Только для этого ты должна хорошо закончить учебный год. Тандила, наверное, нет интернета, что-то она не вышла на связь, хотя я ей сказала, что есть, что эфир будет. Ну да, учиться не надо хорошо, а то троек нахватало в четверти последней. Далее это она тебя не любит. Юлия Россия, Лейла, а правда говорят, что когда готовят свежую черемшу, то все соседи бегут? Ну, кто не любит черемшу, конечно, бегут. Запах, конечно, специфический. И готовить черемшу все-таки лучше, ну, кто в квартире живет, ему деться некуда, а кто живет в частном доме, все-таки черемшу варят под навесом, потому что запах, да, очень сильный запах от него. Сая из Душки, очень надеюсь, что как-нибудь съезжу к вам. Ну, конечно, ты просто обязана к нам приехать. Летом, когда у нас хорошо, мы тебя в горы свозим. Приехать ко мне тебе мама разрешит по-любому. Так, Лёка, Делила, кем вы хотели стать в детстве, если у вас мечта, сбылась ли она? Как твое самочувствие? Так, Лёка, самочувствие нормальное у меня. Мечты, конечно, была. Раньше были какие-то другие мечты, сейчас другие. С возрастом они меняются. Сейчас, на данный момент, у меня мечта, чтобы все мои сыновья женились, создали свои семьи и чтобы они жили нормально. Все, по крайней мере, это главная моя мечта. А остальное такое, знаете, не глобальное. Ну, маленькие мечты, конечно, есть.
У меня две мечты, которые, в принципе, не так сложно осуществить. В моем возрасте даже некрасиво их озвучивать. Сая из Дурки, значит, точно съезжу и черемшу вашу поем. Я ее даже не видела ни разу. Обязательно. Так, Оксана Баланюк, у вас хорошие дети, вы их хорошо воспитали, умница большая. Спасибо большое. Святогор Денисов, привет чату и автору. 100. Спасибо большое. Так, тут Хана и Брашка и далее что-то друг другу объясняли, как я поняла, да? Что? Далее ты и Хана что-то там друг другу, по-моему, объясняли, да? Нашел ты ее? Сейчас попытаемся найти. Так, СЧ, по-моему, да? Салам Лейла. Алейкум ассалам. Святогор Денисов, какая тема на кону? Тема разная, какую затронете, такую и будем обсуждать. Пока обсуждали черемшу. Далее, ты уже увидел Facebook? Джек Дассон, не знаю, на что надеяться. Лёка, да чем вы любите заниматься в свободное время? А у меня оно есть. Свободного времени у меня сейчас практически нет. Вообще люблю заниматься вязанием, если честно, особенно в зимние периоды. А летом у меня свободного времени последние 16 лет практически нет, потому что все время огороды, все время поля, все время хозяйство, куры, цыплята. Вот и есть мое свободное время заниматься хозяйством. Кого вы там ищете? Евгений? Его. А? Его. Ну что? Ну это ха-ха. Это видишь? Сейчас просто, когда девочек, когда были девочки, у меня, конечно, было много свободного времени. А как только вышли дочки замуж, у меня просто практически нет свободного времени. Тем более, когда дома еще пожилой человек, за ним тоже нужен уход, и времени уходит больше. Еще и YouTube у меня сейчас свободное время. Святогор Денисов, служил я на Востоке, там попробовал черемшу, ну точнее на учениях. 100 человек поели, и после оста и поле стало голым от едоков. Понравилось, значит, да? Так, по-моему, Святогор Денисов, у меня новый подписчик. От кого вы пришли? Без хлеба, ничего себе. Так, Алима Имран, добрый вечер. Как у вас можно заказать гусей и жир? Так, Святогор Денисов, я вас первый раз, но я поняла, что вы у меня первый раз. А от кого вы пришли, с какого канала? Так, жир я не продаю, но гусей могу продать. У меня есть там, где написано о канале, контактный телефон. Ну, напишите в WhatsApp. Надежда Гладких. Черемшу едят медведи после зимней спячки. Ее еще называют медвежьей травой. Так, Сая из Дурки. Неудобно себя чувствую, как-то все о черемше, а я и не понимаю, о чем вы. Ну, ничего страшного. Подумай, что это типа зеленого лука. Святогор Денисов, мимо гулял по YouTube, заскочил к вам случайно. Ну, добро пожаловать. Так, Люка де Лева, как ваша мама? Ничего, спасибо, алхамдулилlah. Так бы хорошо, если бы давление у меня скакало. Вы знаете, вот действительно, мама такая бодрячком, но вот это давление ее подшатывает. Наверное, в понедельник уже обращусь еще раз к ее врачу лечащему, чтобы она, может быть, поменяет препарат, который она ей дает, потому что не помогает ее уже. Хотя и недавно она на этом препарате.
Так, Елена Николаевна, Лена, скажите, пожалуйста, недавно подписано, как ваше окружение, близкие отреагировали на вашу идею стать блогером? Я как раз сегодня об этом говорила. Когда я выпустила первые влоги, я говорю, буквально сегодня говорила об этом, в первое время очень боялась, даже по минуты, через каждые 5-6 минут лезла в телефон, проверяла, написал именно кто-то комментарий именно из своих. Насчет блогерства, что не одобряющего, но пока еще никто не написал ничего плохого, кроме хороших отзывов. Все довольны, даже, по-моему, или сегодня, или вчера был комментарий такой, что им даже нравится, что я ингушка именно. Вот им они горды, не то, что нравится, они горды, что вы ингушка. Меня это, конечно, так вдохновило, мне это польстило так, и было приятно. Мои заловки, когда первый раз об этом узнали, были тоже очень довольны и говорили, как будто бы ты всю жизнь только этим и занималась. Никто пока вот против ни одного слова не сказал, так что все нормально. Конечно, если бы хоть кто-то, если бы мне вначале кто-то бы что-то бы сказал, я бы не смогла, наверное, дальше двигаться и закрыла бы YouTube, потому что все сказанное я пропускаю прямо через себя. Так, Эльдар Татарин, быть блогером сейчас модно. Может быть модно, но не знаю. Юлия Расселева, а правда, что на Кавказ идут сильные морозы и снег с центра страны? Я тоже слышала, или не знаю. По крайней мере, я же говорила, сегодня у нас очень тепло, но все ближайшие регионы просто засыпают снегом. Но пока до нас не дошло, не знаю, дойдут ли до нас эти снега. Так, Ира, сколько лет у вас учится в школе и какая система оценивания? Ну, как и везде по России, 11 классов сейчас, и такая же, вот как обычно везде. У нас, мы же Россия, не отдельная страна, а просто республика. И главный язык у нас русский, а наш национальный язык только несколько дней в неделю, по-моему, только изучают. Так что все как по российским школам. Так, Союзушки, у нас вот потеплело чуточку, наоборот, может наш холод к вам пошел с холодком немного. Так, Святогор Денисов, у нас каждый день 30 и 40, уже месяц жмут морозы, Сибирь. А я бы хотела, действительно, а сейчас хоть и неудобно говорить, но вот одна из моих таких небольшой мечты, это действительно побывать там, где много снега, покататься на лыжах, на санках, именно вот чтобы был хороший мороз и много снега по канатной дороге, хотя это все рядом с нами, по идее даже у нас в Ингушетии, но я никогда там не была, это тоже очень мне хочется там побывать в горах, именно где много снега, где много снега. Я завидую, когда вот вижу, что вот снегопады, что именно ездят, катаются на коньках, на лыжах, на санках. Это просто действительно очень хочется. Людмила Черная, вы молодец, Ира, не побоялись, новое всегда страшно. Спасибо. Ира, у нас в Украину сейчас пришли морозы. Юлия Россия, мы можем поделиться снегами и морозами с вами, давайте. Ильдар Татарин, у нас плюс 15 на юге Казахстана, но обещают морозы. Нам и не привыкать до января к смене температуры. Так, Сая из Урки, у нас морозы и снега много. Может, и вы к нам съездите? Может быть, Сая, может, и приеду. Но для этого чуть-чуть мне нужно время, чтобы я могла куда-то ездить и осуществлять кое-какие свои маленькие мечты. Далее, хорошо начали изучать родной язык. Помню, как раньше запрещали говорить нам на нем, а учить или там все такое, даже речи не могло быть. Ирк из Франции. Ирк из Франции. И я хотела бы оказаться, наверное, на настоящей зиме. Да. Елена Николаевна, приезжайте на Урал, у нас бывает мороз 30 и много снега. Лучик света, а на севере Казахстана минус 35. Так, Наргиза, здравствуйте, добрый день, добрый вечер,
Ильдар Татарин, скиньте нам снега немного. Святогор Денис, заходите в гости, там все про морозы и снег. Так, у вас тоже канал, да, Святогор, как я поняла, раз к вам в гости надо заходить. Зайдем, пишите, какой у вас канал. Так, хотела на что-то ответить. Насчет вот ингушского языка. Вы знаете, ингушский язык у нас, я не скажу в Ингушетии, потому что я выросла в Осетии, то ли с 4-го, то ли с 5-го класса мы начали изучать ингушский язык. Именно предмет ингушского языка, я помню, ввели, когда я училась в 4-5 классе, ввели изучение ингушского языка, а до этого не было как такового ингушского языка не было. Я помню, нас делили, ну правда у нас был класс чисто ингушский, у нас не было, в моем классе не было осетин, а в параллельном классе были осетины, и нас делили. Они уходили на свой язык, изучали осетинский язык, а ингуши уходили на свой, разделяли классы, короче, и так изучали ингушский язык. Я помню даже первую свою учительницу, она потом оказалась двоюродной сестрой моего мужа. Ученица ингушского языка. Сложный, конечно, язык. Изучать очень сложный ингушский язык. Ибрагим с 1-го класса изучает ингушский язык. Ибрагим, ты в каком классе начал изучать свой язык? С 3-го. А? С 3-го. Почему с 1-го? А, вот с 1-го класса идет. Почему с 3-го? Да, с 1-го. С 1-го. Так, Ира, ого, 30 градусов, но при нашей влажности, наших 15, наверное, холоднее, чем 30 в сухом климате. Да, когда у нас вот минус 8, минус 10 даже бывает, но это самый потолок наша температура. Очень холодно кажется, а вот минус 20-25, там, где уже сухой мороз, вообще не ощущается. Это да. Хоть и в Москве даже вот не такой сухой же климат, но и московский минус 10 и наш минус 10. Огромная разница. Из-за того, что влажный воздух у нас. Так, наверное, будем завершать. Так, Ира, муж согласен. Святогор. Так, Надежда Батьких, как мы говорим, пусть минус 40, только без ветра, да. Ивашка, на аватаре фотка с сердцем в руках у него англичанина. Вы никак не найдете? Нашли? Ну, сейчас попытаюсь. А? Сейчас попытаюсь. Что она хочет, интересно? Одна со мной связывалась, хотела, чтобы я вышла в связь, вышла, а потом начала просить, чтобы я попросила у своих подписчиков денег. Но я же не могу просто так, не зная, кто и что, из-за того, что она показала какие-то справки, просить деньги у своих подписчиков для каких-то оздоровительных нужд для ее детей. Так, Саня Зорки, у нас довольно сухо и морозы минус 50 бывают редко. Но сестра говорила, что в Москве намного теплее зимой, чем у нас. Ну и климат немного непривычен из-за влажности. Надежда Котких, уже час ночи. Это вы, наверное, в Казахстане где-то, да, регион другой или как? У нас пока только 9 часов. Так, Усичек Света, у нас первый час ночи. Всем доброй ночи, спокойных снов. Спасибо. Спасибо большое. Святогор Денис, Сая, поверь мне на слово, у меня тоже час ночи. Сая, я прочла не то. Святогор Денис, Сая, поверь мне на слово, Москва это почти тропики.
Сая из Душки. Надежда, вы из Сибири, просто у меня тоже час ночи. Эльдар Татарин, в Казахстане 12 ночи, да? Так, лучик света, это тоже просит помощи. Да нет, вряд ли она просит помощи, но вот, да, просила у меня. Надежда Гладких, да, я из Сибири. Светогор Денисова, у меня час 03. В гостях у Сони Москва тропики, я вас умоляю. Нет, в Москве очень редко бывает солнышко, и поэтому все-таки скучновато там. Особенно вот осенний, весенний, зимний период, по-моему. Так, Светогор Денис, еще какие тропики? Когда Татария, приезжайте летом в Казахстан на юг, у нас тепло плюс 48, ой, 48 не надо. У нас потолок бывает 36-38, иногда только, и то бывает слишком жарко. Или Россия, Светогор, сейчас Москва точно на тропики не похожа. Так, Ира, или это только у меня, что-то зависло у вас, наверное. Иркисница Франция, если Москва тропики, то Ницца Африка. Сая из Душки, тропики для тех, кто из Сибири, так и есть, наверное. Так, лучик света, там пишут, help me, помогите. Ну, не знаю, если честно, я не разбираюсь по-английски. Изучала немецкий, и то с грехом пополам, так что я не смогу ничего прочитать. Сара Амаутова, что ли? Салам алейкум. Как у вас дела? Как ваша мамочка? Привет вам с Крыма. У нас тепло, обещает похолодание. Валейкум ассалам. Спасибо, мама, нормально. У нас тоже пока тепло. Сегодня вообще было солнечно, как будто бы мне казалось, что бывает вот ранней весной, первых числах марта, вот такая погода бывает. Такая у нас эти 2 дня стоит. Елена Николаевна, спасибо за эфир. Приезжайте к нам в гости, покажем снежный лес. С удовольствием приехала бы. Так, лучик стараюсь. Друзья, ну потихонечку будем закрывать эфир, потихонечку будем прощаться. Была рада с вами познакомиться, с вами вашему общению с вами рада. Спасибо вам большое. Светогор Денисова, Москва минус 10, можно в трусах ходить. Не говорите, Светогор, в Москве не так уж тепло, как вы говорите. Я как-то вышла тоже, не одела теплое пальто, а в такой демисезонной куртке была несколько лет тому назад, когда ездила в Москву. И настолько пожалела об этом, что не будем говорить, что там так тепло. Может быть, просто с вашими холодами вам кажется. Так, Сара Маутова. Сиара, по-моему, да? Сиара Маутова. Вам и вашим близким здоровья. Спасибо вам тоже, Сиара. Имя красивое очень. Ирке Синица нравится. Спасибо, Лейла, за эфир. Вам спасибо за приятную беседу. Спасибо, Ира, что была со мной. Большое тебе спасибо. Привет Николаю и сыну тоже. Надежда Гладких. Всем спокойной ночи, приятных снов. Хозяйка канала «Почет и уважение» за гостеприимство. Большое спасибо, Надежда. Спасибо огромное. Сами душки. Ага, я даже наши минус 5 иногда в шорты выходила на улицу и ничего. Экстремалы, как я вижу. Юлия Россия. Смотря где Светогор живет. Если в Сибири, то да, прям тропики. Ну да, он в сибиряк, как пишет. В гостях у Сони. Всем спасибо. Успела отдохнуть. Пойду наводить порядок. Внуки очень постарались. Светогор Денисов. Сая, я и говорю, минус 5 можно загорать. В гостях у Сони. Всем доброй ночи. Давай, Соня. Ну, у меня мама Мадины, мама Аишки убралась перед тем, как уйти. Я была в кухне, они тут
зашла, все убрано, все прибрано, и заявляет, что если даже мы будем приезжать на месяц, столько вещей больше не привезем. Потому что были все игрушки ее здесь, по всем комнатам они разбросаны. Разбросает по одной комнате игрушек, закрывает комнату, чтобы не было видно, и говорит, там Баба Яга сидит, не заходите. Это она там, значит, набортачила. И песница Франция. Спасибо, обязательно передам. И, Брашка, пока слушай маму и потихоньку варенье ешь. Святогорний Ниса, Юлия, Россия, я из Томска. Сая из Душки. Весной, когда теплело и наступало +2, -10 градусов, я снова шорты и футболку одевала и не мерзла. Да, Саечка, не говори. Я мерзлячка, я бы такое не выдержала. Все, закрываемся. Ибрагим, закрываемся. Давай. Ну все, друзья. Спасибо вам большое еще раз. Всех вам благ. Далее объясняла Хелду Кляхлиха, далее. И далее. Всего доброго. Ждем новых трансляций. До встречи. Спасибо. Святогор Денисов, скоро крещение. Снова купаться придется в прорубе. Так, Ира, всем добра. Рада, что сегодня удалось побывать в стриме. Я очень рада, Ира, что были со мной, с нами, вернее. Спасибо вам огромное. Всем, друзья, кто был со мной сегодня в чате. Большое спасибо. Я вам искренне благодарна и рада. Так. Всем вам добра, мира, благоденствия. Ну вот, как-то так у меня.